Ребята, всем привет! Вот такой автомобиль у нас сегодня в работе. Это у нас степчик, степ-вагон. Это новый контент. Таких машин у нас еще в ремонте не было. В общем, проблема такая, у него бежит сальник с вариатора. А так тачка очень крутая, да? Шикарно. Тебе нравится, Макс? Нормально, мне нравится. Аппарат, да? Смотри, какой аппарат. Как у него здесь все. Мне знаешь, что у него нравится? Что у него вот это ровный пол весь. Сидушки не ездят, как в Нохе. Ровный пол прям вообще. Тут у него вот так вот и все сделано. Всякие карманчики крутые вот такие вот. Есть куда что положить. Столик даже есть вот такой. Короче, тачка вообще бомбовая на самом деле. Ну, не люкатый он, но место прям вообще. Еще самая фишка этого степ-вагона. Это то, что у него задняя дверь открывается вообще в двух положениях. Можно как калитку открывать, смотри. Я забыл, как называется эта дверь. Вот, но ее можно и так открывать. И где-то вот здесь вот есть еще. А вот, и так можно открывать, да? Смотри, какая красота. Багажник здоровый просто. Вот эта фишка, конечно. И что прикольно, что у него очень низко здесь, да? То есть ложить удобно что-нибудь, грузить. Сидушки складываешь, тут и спать можно, и что угодно. Да, может, из этого дорогой. Да, но эта тачка так-то не дешевая. Степчики, они дорогие. Они 2 с копейкой, 2,5 где-то миллиона стоят. Ну, 2 300, наверное, 2,5. Мы навезли на шаттлах, блядь. Амортизаторы, блядь, на ходовке. Да, мощные, да? Нас сюда поставили. Ну, такую дверь, ни хрена она тяжелая, ты прикинь какая. Ее надо вот так тортать. Ну, вообще красивая тачка, степчик, мне нравится очень. Очень крутая машина. Здесь у нас по техничке обычный двигатель, как L15, но только у него турбовая. Тут уже турбина стоит, доработка. И двигатель перевернутый у него, как на Джейде. И капот, ну, подкапотка у него, конечно, очень неудобная. Эти машины очень неудобно обслуживать, потому что... Сейчас покажу. Макс, открой капотинку. Очень неудобно ее обслуживать, потому что двигатель у него вон туда аж заныканный. Он перевернутый, у него кислородный датчик здесь, а все форсунки с той стороны получается. Очень неудобно их откручивать. Я даже не знаю, как это делать. Да, потому что жабо снимешь, все равно не так будет доступ, мне кажется, все равно. Тут нам надо, кстати, дроссель будет по ходу почистить. Дроссель грязный. Дроссель вообще у него вон там в попе находится конкретно. Да нет, почему? Вот это снимаешь. Вот это. Ну, понятно. Здесь. Ну, короче, по ходу. Аккумулятор снять, в принципе, будет доступ. И вот это все, да? Навесное. Короче, ладно, что? Усиливается, да. Мы хотели, короче, с Максом его на подъемнике делать, но у нас дождь пошел капитально. А крыши еще пока нету. Я вот карбонат купил. Строителей найти не могу. В городе вообще никто работать не хочет, либо все заняты. Короче, строительство идет полным ходом. Все строители заняты, короче. Все, братан, закидает это. Ждем. Ребята, подписчики, у кого есть знакомые строители, кто сможет вот эту работу сделать, обращайтесь к нам по нашему номеру. Как бы мы, заплатим, все, нам надо только сделать. А машинку эту будем делать сейчас. Классная тачка. Ну что, загоняй, братан, я ее тогда. Все, ребята, разбираем степ-вагона. Сняли жабо. И уже вот такой вот более-менее хоть какой-то доступ, но дроссель у него вообще вот здесь, вот он. Там его просто до него не подлезть вообще. Как его снимать, что с ним делать? Это что, вот это все что ли откручивать надо, чтобы дроссель просто? Ну вот эту косу. Вот эту косу надо как-то, да, ее двигать. Тут, вот эти фишки я бы на том месте не трогал бы, нахуй. Почему? А что-то. Да ну. Что страшного. А вот это что такое? Тоже какая-то фишка. Это на месте пусть. Сливаем масло. ХММФ-ку.
Как он говорил, масло менял недавно. Но оно ничего такое, да? Ну. Чистенькое, правда. Все, убирай. Потихоньку сольется. Тазик ставь. Чистая вообще. Реально. Реально недавно менял. Ну, хули, год назад он коробку менял, по-моему. Не ожидал только он, что побежит сальник. Не побежал бы сальник, бегало бы, но... Но оно так уже... Так вот вроде чистое, а вот так вроде вот немножко грязи есть, все равно чуть-чуть, да? Совсем маленько. Ну, через сеточку нормально пройдет. Ну, вот сейчас будет тык-тык-тык-тык. Магнитики грязи собралось, да? Угу. Чуть Ну, немного. немного, а. Короче, с Максимкой купили сегодня, поехали сальник, вот такой вот, оригинальный, хондовский. Номер у него вот такой. Кому надо будет, кто будет на степ-вагоне менять в себе вот сальник, знаете, что номер 91 207 5LJ 003. Вот. Вот такой. Последний сальник забрали сегодня, но сейчас мы в принципе... Да не, он просто один, видать, валялся. Сейчас мы его шуруповертом вот так вот чик. Сейчас будем его снимать, выдергивать отсюда. Оп! И все. Готовченко. Он легко вообще вылазит. Тут смотри, какой-то этот идет. Подшипник такой мощный прям. Угу. Ни хрена не простой. А масло у него как будто... Короче, сняли мы маховик. Посмотреть, что... Убедиться, что этот сальник не бежит. С ним все хорошо. С ним все хорошо прям. Вот. Но... Этот сальник мы уже поменяли. Поставили свежий сальник. Вот он, старый сальник. Вот, он бежал. А новый сальник, вон, вот он. Поставили все аккуратненько. Как надо. А дроссель где, братан? А, вон он, да? Дроссельную заслонку Макс открутил. О, тут вообще жесть, да? Охренеть. Вот степчики. Вот эту хрень у вас снять очень тяжело. Вообще невозможно. Даже сейчас, да? Трудно Вообще было? невозможно, блядь. Даже удлинитель туда не залазит, нахуй. Ну. Головка тоже еле-еле залезла, нахуй. А состояние у него вот такое лютое. Это представляешь? Это жесть. всё разобрано. Да? Уже головка туда все равно еле-еле залезла. Сейчас-то в доступе более-менее. А Вот. прикинь, без доступа как ты вообще туда Вообще не понимаю. Не Вот реально. эта коса не дает это сделать. Вообще. Вот эти шланги не дают. Там вообще даже снизу неудобно, ёпть. Ну, Подлезть, оно там углубленно куда-то уходит. Ну, да, жопа, это конечно. полный пипец. Вообще. А где Ну. у нас эти баллоны, братан, оставить? А какой? Карп-клинер? Сейчас дам. Что нам надо было сделать, мы в принципе сделали. Сейчас с Максом будем потихонечку коробку ставить, собирать все в обратном порядке. Вот столько всего пришлось разобрать. Раздербанили вообще всю машину. Балка у нас даже на улице. Балка здоровая. Всякие пайпы вот такие вот. Короче, тачка такая себе. Тяжелая в обслуживании. Очень тяжелая, я бы сказал. А машина классная, да? Да. Машина классная. Но в обслуживании тяжелая. Ну, как будто она даже не должна обслуживаться. Какое-то чувство, блядь. Конечно, ага. Ну, у японцев, конечно, она не должна обслуживаться. Она там 50 тысяч километров отбегала, и они ее в утиль, да? Ну, блядь. А мы ее купили. Купили и бьемся с ней теперь, да? Грубо говоря. Покупайте контрактные запчасти, покупайте, ищите сальники, да?
Светло у него. Вот почистил дроссель на этом степ-вагоне. Такой чистый будет. Такие вот дела. Будем ставить. Что там у тебя? Это так и есть. Это бублик у него такой. Бублик, ага. Вот там у него масло. Гидротрансформатор. Да, гидротрансформатор. Вот сальник у него держит все это дело. Ну. По сути. Да. Коробка контрактная, конечно. А тут сальники у него не бежали? Нормально? Сухие. Сухие. Ага. Если даже у него тут какой-то сальник есть, то он, блядь, если бы тек нахуй. У него бы тут то не было. Бля, в эту блямбу он бы тек. Ну по да. сути. Да. А сюда бы если не попадало. через блямбу, если бы через блямбу лезла, то она вот отсюда должна была. Ну у него бы по факту тут бы было все в масле, а тут было более сухо, да? Да. Ну. Вот так нормально. Ну, он это, сволочь, бежал. Короче, она бы хуй бы вылезла толком. Мгм. Направляйте, да? Ну, Чистый, нормально. шевелится еще. Мгм. Вот там еще плавает что-то. Масло есть еще? Ли? Да. Ну ладно. Макс почти собрал степа, да? Ходовку прикручивает. Чуть-чуть поверху осталось и все. Сейчас уже площадку поставил под аккумулятор. Здесь тоже дроссельную заслонку почистили, поставили. Все хорошо. Сейчас все это дело соберется. Зальем новое масло. Антифриз свежий зальем и будем кататься. Пробовать прокатиться. Нам главное, чтобы никакое масло не бежало. Вариатора, ничего, все, чтобы было хорошо. Также сейчас Фит ко мне приезжал. Калибровочки прошли. Камрюшки масло поменял. Тоже приезжал. Ну так потихоньку работаем. Что, лучше стало? Да, получше стало, ага. Плавнее стало переключаться, говорит. Нормально. Все, запустили степ-ваган. Макс подливает антифризика. Все у нас хорошо. Вообще без проблем. Но. Ну все. Вот так вот запустили степа. Все у нас замечательно, все работает. Сейчас калибруется дроссельная заслонка. Все хорошо. Запуск произвели. Масло залили, антифриз залили, все хорошо. Два дня мы его делали. Вчера мы его разобрали, сегодня собрали. В принципе, все нормально. Я думаю, вылечили мы аппарата по-любому. Сальник нормальный поставили. В общем, такой вот у нас степчик получился. Через несколько дней у нас еще один степ заедет на обслуживание. Там масло в вариаторе надо будет поменять. Но дроссель, это вообще будет трэш. Ну, она у него 100% грязная. Там тоже я смотрел, да. То есть надо... Человек туда не залезет. Да, но мы уже знаем, как к ней подлезть, в принципе. Но поебаться надо, да? Конкретно. Ну. Представляете, что у него форсунки с этим? О, не дай бог. Это двигатель только снимать. Даже все разберешь, один хуй. Не снимаю. Ну. Да как форсунки-то, прикинь, что такое ставить? Там все аккуратненько надо. Резиночки, все, не дай бог, ты там что-то криво-косо, да, поставишь. Это вообще нереально это сделать. Это только на снятом движке. Ну, так что вот такие дела. Ну тут форсунки, слава богу, эмпайные, по-моему, простые стоят.
Невысокий впрыск здесь обычный. Единственное, что турбина у него вот здесь вот стоит. Работает. Сейчас работает мягонько вообще. После чистки дросселя. Сейчас обучится еще, вообще будет красота. Не, четко поедет вообще. Поеду, прокачусь на степе немножечко. Посмотрим, как едет. Машина лютая, мне вообще нравится. Так мягонько идет. Педалькой так чуть нажал, она сама, хоп. То есть дроссель четко сейчас реагирует вообще. Что-то где-то щелкает. Что-то на свои места встает, блин. Ходовку. Потому что перебирали, считай. Снимали. Снимали все, откручивали, считай. Сейчас все кости на места встают. А так ничего, вот все встало, ничего не брякает, все хорошо. Все едет. Едет отлично вообще. Ни хрена он подрывает. Так. Едет четко, вариатор набирает скорость хорошо. Сейчас мы приеду, я прокачусь сейчас на нем. Приедем, я еще раз машину задеру и посмотрю, бежит ли что-нибудь, капает, моросит. Ничего не моросит, все отдаем клиенту. Как он мягонько идет, блин, вообще четко. Слышу, как турбинка работает, вообще красота. Так приятный такой звук, подсвистывает так чуть-чуть, как угарно вообще. Он за счет турбинки хорошо давит. Чувствуется, что как бы он, наверное, все равно раскрывается, конечно, на скоростях 100, наверное, вот так вот, я так думаю. Но все равно она уже начинает подсвистывать на 70. Прикол этой машины в том, что ей нельзя сразу глушить. То есть ей надо дать, чтобы турбинка, скорее всего, остыла, остановилась. Это как раньше были машины турбовые. Хотя, не знаю, современные турбины, может быть, этого даже и не нужно. Возможно, что японцы что-то поправили. Ну, это надо почитать в мануалах. Я про степа мало чего знаю, поэтому как бы надо читать за этот момент. Кто, ребята, имеет степ-вагон, расскажите, пожалуйста, как глушить машину. Нужно, не нужно, тоже очень интересно. Современную турбину узнать. И еще интересный вопрос, ломалась ли у кого-нибудь турбина. То есть эти турбины надежные, ненадежные, тоже бы узнать бы, тоже было бы интересно очень. А так тачка прикольная, конечно. Семейная, большая, вместительная. Не шибко навороченная, но и не шибко это, как сказать, бедная комплектация. У нее нифига не бедная, потому что даже этот есть у него адаптивный круиз-контроль полностью, контроль полосы, ну много чего.
По сути, вот эти машины, как бы, они однотипно. Японцы их делали как конкуренты друг другу. У Honda Step-Wagon, у Nissan это Nissan Sirena, у Toyota это Wildfire. Ну, у Toyota вообще много микроавтобусов. И Voxy, Nog, я считаю, что это, наверное, все-таки егошний класс. Wildfire и Alphard это уже более премиальные тачки, они уже их трудно отнести к этому, наверное, классу, потому что это уже лайнеры, можно сказать. Вот эта машина, она более семейный микроавтобус, а те машины, они более лайнеры. На дальники, на какие-то VIP-поездки они рассчитаны, VIP-пассажиров, директоров возить, ну такие вот тачки как бы прикольные. А так, да, машина хорошая. Я бы вот такую вот, чисто вот, если семейный человек, вот взял бы, так прикольно было бы. Взял всех, посадил на море, поехал, вообще по кайфу. Вот у меня у соседа есть тоже такая машина, степ-вагон. Вот он приедет ко мне, тоже собирается на море и хочет обслужиться. Я ему как вариатор обслужу. Нормально, хорошая машинка. Все, едет она мягонько, даже по кайфу просто. Вот педаль, как мне нравится, не дергается, ничего. Чуть нажал, она поехала. Плавность хода у него есть. В общем, все, отдаем машину, скорее всего, клиенту. Сейчас еще задерем, посмотрим и будем отдавать ее. Ну, все хорошо. Тачка едет нормально. Да. Мягонько идет. Все, Макс произвел осмотр. Говорит, ничего не бежит, все четенько. Ну, в общем, все равно осмотр надо будет сделать дня через 4, покататься, да? Приехать, посмотреть, проверить. Как бы так.